В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Минпросвещение и Рособорнадзор страны утвердили особенности проведения экзаменов в этом году. Какие испытания предстоит пройти выпускникам? Командные соревнования отцов и сыновей состоялись в столице республики. Якутская легкоатлетка Сардана Трофимова выиграла чемпионат России по марафону в 5-й раз. Второй энергоблок на Нерюнгринской ГРЭС будут ремонтировать 123 дня. В течение этого времени специалисты заменят 108 тонн поверхности нагрева котла, 10 компенсаторов, 89 тонн газовоздухопроводов, 122 кубометра тепловой изоляции, высоковольтные обмотки электродвигателей, кабельные линии и контрольно-измерительные приборы. Кроме того, будет проводиться ряд других ремонтных работ. На это все будет направлено около 568 миллионов рублей. Утверждены особенности итоговой аттестации школьников в этом году. Так, выпускники 9 классов сдают ОГЭ только по 2 обязательным предметам – русскому языку и математике. А выпускники 11 классов, чтобы получить аттестат, имеют 2 варианта. Это итоговая аттестация в форме государственного выпускного экзамена для лиц, не планирующих поступления в вузы, по 2 обязательным предметам – русскому языку и математике. А участникам, планирующим поступление в вуз, для аттестата достаточно получить положительный результат на ЕГЭ по русскому языку. День охотника отмечают сегодня в Якутии. Праздник был учрежден в 2012 году. Глава республики Айсан Николаев поздравил всех любителей охоты. Он подчеркнул, что для якутян это особенный день, так как охота тесно связана с нашей культурой и верованием. Большую роль она играет и в воспитании детей. Мы учим сыновей и будущих отцов бережно относиться к природе, любить окружающий мир, неписанным законам жизни, передает накопленную веками мудрость народа. Таким образом сохраняется культурное наследие и преемственность лучших охотничьих традиций и обычаев, говорится в сообщении. В республике Саха-Якутия в эти дни проводятся Дни охотника. В районах идут соревнования Баянай-Курага, где соревнуются наши жители, охотники по прикладным видам спорта. Это и эстафета, и разборка оружия, и прорубание лунки, и другие виды соревнований. Эти соревнования пользуются очень большой популярностью среди охотников. Выбираются сильнейшие охотники. В республике Саха-Якутия охотничий промысел является традиционным видом предопользования. На учете у нас состоит более 100 тысяч охотников. Охотники у нас все соблюдают правила, обычаи и традиции охоты, и это радует нас. Соревнования отцов и сыновей по нетрадиционным видам спорта прошли в Якутске. В них приняло участие 7 команд, в каждой отец и сын, которому от 14 до 16 лет. Они состязались в таких видах, как спортивный биатлон, распил бревна, заготовка дров и прорубение проруби. Команды, занявшие первые 3 места, поедут представлять Якутск на республиканских соревнованиях, которые пройдут в Мегино-Кангаласском УВУСе. Отмечу, что мероприятие проводят ежегодно, начиная с 1999 года, и оно приурочено ко Дню отца в Якутии, который отмечается каждое первое воскресенье апреля. Трудовой опыт очень большой получает. То есть раньше как-то это было все вручную, да, сейчас механически. Молодежь у нас компьютеризированная, толком ничего не делает руками. Ну, очень-очень доволен, что такие соревнования проводятся. Насколько испытаний? Ну, достаточно сложное испытание, особенно на столб, он слишком большой, на него трудно было залазить. Скользкий. Он скользкий был, да, зашкуренный. То есть, ну, так, в принципе, выполнимо, но сложно. Модель космического корабля Razor Crest из сериала «Мандалорец», созданный якутскими косплеерами, сорвала ветром в парке активного отдыха Урдел в столице республики. Автор проекта сообщил, что команда в скором времени начнет восстановление корабля. Корабль упал. Это печально очень. Но мы будем восстанавливать, так что ничего страшного. Да, всегда бывают такие проблемы. Как это произошло? Мы сидели в машине. Машину сначала закрутило чуть-чуть, потом вообще ветра не было. Резко мини-торнадо, что ли, закрутило. Сначала напало на машину, потом
резко на корабль, и корабль этот прям в секунду улетел. На Всероссийском кинофестивале «Крымский кадр» фильмы о якутских народах из циклов «Земля людей» произвели настоящий фурор. Проект московских документалистов «Земля людей» ставит своей целью показать жизнь малых народов России такой, какая она есть. Так, первое место на конкурсе получил фильм «Русско-устьинцы. Под солнцем Арктики». В стенах постпредства Якутии в Москве уже состоялся показ этой ленты. Моя коллега Айсена Бурнашова расскажет все подробности. «Русско-устьинцы. Под солнцем Арктики» – документальный короткометражный фильм. Съемки этой ленты проходили в прошлом году в Алаиховском районе Якутии. Там, в низовьях реки Индигирка, живут потомки русских переселенцев 17 века. Это плясать ведь надо. Съемочная группа из Москвы отразила в фильме уникальную культуру, быт и промыслы русско-устьинцев, а еще традиции, которые культурно-этнографическая группа сохранила и пронесла сквозь века. Душевный и искренний фильм поразил жюри конкурса «Крымский кадр». Картина одержала победу в номинации «Многонациональный мир России». Когда человек находится внутри традиции, он больше защищен, чем иногда кажущиеся некоторые плюсы, которые могут нам быть очевидными, да, для современного городского жителя. Мы это просто увидели и показали в этом фильме. Надеюсь, у нас получилось. Кроме того, фильмом церемонии закрытия «Крымского кадра» стала лента «Юкагиры в созвездии оленя». Картину также снимали в Якутии. Жизнь тундровых юкагиров такая, какая есть в настоящее время, без постановок. Основная локация – село Андрюшкино. Главные герои – местные жители. Наши жители, конечно же, гостеприимно их приняли и очень серьезно подружились. Поэтому мы очередной раз ждем их. Надеемся, что наш фильм «Юкагиры» еще будут высокие номинации. В ближайшее время цикл фильмов «Земля людей» также пополнится новыми материалами о жизни и культуре народов ханты, манси, нивхов и нигидальцев. В Якутию съемочная бригада также вернется. В планах съемка фильма «Золото Якутии». Название ленты пока рабочее, отмечает команда. Старт съемок запланирован на этот год. Наша задача будет показать красоту республики в различных ее локациях. И то же самое показать этносы, особенно те, которые мы пока еще для телецикла не показали. А это и вены, и венки, это еще якуты, центральные, да, может быть, чукчи, не знаю, посмотрим. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Якутская легкоатлетка Сардана Трофимова совершила историческое событие. В 5-й раз за свою спортивную карьеру она выиграла чемпионат России по марафону. Спортсменка пробежала 42 километра за 2 часа 28 минут 28 секунд. Сардана Трофимова с первых же минут захватила лидерство. Соперницы пытались оспорить первое место, но якутская легкоатлетка показала свой характер, убежав за полчаса до финиша в большой отрыв. Отмечу, что Сардана за 7 месяцев сумела пробежать в 3-й раз крупные старты, что является сложнейшим испытанием для марафонок. Мне кажется, натянуть ленту для Сарданы Трофимовой. И Сардана у нас... Ну что ж ты делаешь? Нет, Юра успеет. Юрий Барзаковский, олимпийский чемпион, успел перебежать перед Сарданой, натянуть ей ленту. И Сардана... Девочки очень сильно готовы в этом году. И мне было приятно с ними бежать, комфортно. Ну и опасно. В этом году, результат, конечно, похуже, потому что все равно я же человек, не робот. 3-й старт за сезон получается. За 7 месяцев я не могу там держать такой высокий результат, как 2:27 каждый старт. Получилось, как планировали. Мы планировали так и бежать до 28:30 в районе 28:00. Только встают на ноги и сразу же на лыжи. Один из самых любимых видов спорта у линчан – лыжные гонки. В секцию набирают детей с 5 лет. Именно лыжники приносят много побед в копилку Ленского района. С ними встретилась Анна Кожевникова. Только вперед и за победами едут ленские лыжники на зимнюю спартакиаду. Помимо гонок, они примут участие еще и в биатлоне. Лыжный спорт в Ленске на высоком уровне. Сейчас спортсмены находятся на сборах в Алдане. Затем юные лыжники примут участие в первенстве республики по лыжным гонкам. Спартакиада стартует 5 апреля.
Там у нас примут участие сильнейшие наши лыжники. Это Дигесов Антон, который у нас с Бичинчи занимается. Сейчас он как раз принял участие в Чурапче, занял 2-е место там среди мужчин в соревнованиях. И Арбатский Никита занял 1-е место в соревнованиях в Чурапче. Котлерчук Ярослав, Клугин Александр, который у нас вошел в состав сборной России на Олимпийские игры, на зимние Олимпийские игры. И я надеюсь, что он пройдет все отборы, и мы увидим нашего спортсмена на зимней Олимпиаде. Ну а пока именитые лыжники Ленского района завоевывают медали, подрастает достойная смена. Александр Баранов пробовал себя в разных видах спорта, но именно лыжные гонки стали для него любимым занятием. Он развивает сильное дыхание, дышать хорошо, развивает организм, чтобы он был крепче. И ты намного больше поглощаешь свежего воздуха. Я занял в этом году 3 первых места и еще там 1-3 место в Бичинче. Юные лыжники с азартом стартуют и не выдыхаются до финиша. После усердных тренировок они еще спешат покататься на сноутюбингах. Заниматься я начала в этом году, потому что моя мама тоже лыжами занимается. Мы поехали на лыжи, она меня спросила, хочу я заниматься на лыжах. Я сказала да. Вот, я начала. А для большей популяризации этого вида спорта в районе делается все. К примеру, сейчас планируется строительство лыжероллерной трассы в рамках реконструкции лыжной базы. Глядя на маленьких спортсменов, возникает желание тоже встать на лыжи. И, кстати, любой спортинвентарь в Ленске абсолютно бесплатный. Каждый желающий может приехать на лыжную базу со вторника по воскресенье с 10 до 6 и покататься в свое удовольствие. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Сборная Мирнинского района вышла в финал чемпионата Якутии по хоккею, одержав победу в полуфинальном матче над сборной Алданского района. Второй финалист будет определен сегодня вечером в матче между городом Якутском и Нерюнгринским районом. Напомню, что трансляцию матча будет вести телеканал «Якутия-24» в 19 часов 30 минут. А завтра наш телеканал будет транслировать финальные матчи, которые пройдут в 11:30 и 14:30 по местному времени. Также матчи можно посмотреть на сайте як24.ру во вкладке «Прямой эфир» и в мобильном приложении НВК «Саха». Бросок, да, получился ровно под перекладину у Дмитрия. К этому часу у меня все новости. Оставайтесь с нами. Мы продолжим следить за развитием событий.